А в своем заявлении вы также говорили о мерах гражданской обороны. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, это именно так. Вот, к примеру, ветераны АРВА предложили очень грамотные, последовательные шаги в этом направлении. И важно всерьез заняться этими вопросами, не имитировать какие-то элементы, а всерьез. Этим вообще нужно было заниматься еще вчера, потому что есть такое золотое правило, его никто не отменял. Хочешь мира, готовься к войне. И история показывает, не воюют именно с теми странами, которые очень хорошо готовы к войне. Вот яркий пример из истории. В 1939 году, в начале Второй мировой войны, Швейцария сумела за 2 дня мобилизовать 430 тысяч человек. Это, на секундочку, чуть больше 10% населения. И Германии пришлось поменять свои планы в отношении них. В нашем случае 10% населения, конечно, 24 тысячи человек, это пока недостижимая цифра, но к этому нужно стремиться. И нужно проводить много работы. На данном этапе я считаю, что нужно расшевелить районные комиссариаты. Генштаб должен более активно начать работать. Нужно пригласить командиров бригад, батальонов. Нужно обновить списки резервистов. Каждый резервист должен быть прикреплен к конкретной роте, к подразделению. Должен знать, куда и зачем идти, какую задачу выполнять, где получить оружие. Более того, нужно говорить вообще в целом о реформе и подходе. И нужно менять вообще в целом оборонительную тактику. Нужно принять военную доктрину. И нужно вовлекать наши горы. У нас 75% нашей территории – это горы. И их нужно вовлекать в нашу военную экосистему, оборонительную экосистему. Мы должны знать каждую тропинку, каждый холм лучше, чем кто-либо другой. Это большая работа, ее нужно начинать незамедлительно. Еще раз говорю, без какой-либо паники, но маленькое государство всегда будет находиться в опасности, и кроме нас эту работу, Саид, никто не сделает. Мы сами должны в первую очередь научиться защищать свою землю. Тогда и брат, и союзник все, конечно, будут нам помогать и поддерживать. А тем более, когда мы слышим, что со стороны Грузии звучат призывы о том, что нужно открыть второй фронт сейчас, напасть на Абхазию и так далее, это все вызывает, конечно, обеспокоенность. Официально Тбилиси на днях заявил о том, что Абхазии в военном смысле в принципе ничего не угрожает. Мы слышали официальную позицию и в 1992 году, и в 2008 году. Это все мы слышали, мы знаем, как слова расходятся с делом. Поэтому, если Грузия действительно сделала правильные выводы из того, что происходит, а главное, то, что будет происходить, если они умеют прогнозировать, то им, конечно, нужно для того, чтобы утвердить вот эту позицию, о которой вы говорите, конечно, нужно принять реальные шаги. А какие это реальные шаги? Это, в первую очередь, признание нашей независимости, параллельно отмена закона об оккупированных территориях. Ведь в первой прямо статье этого закона 2008 года сказано, что Россия агрессор. И это говорит о том, что Грузия на данный момент находится в состоянии войны с Россией. Конечно же, параллельно грузинам нужно откреститься от своих амбиций по вступлению в НАТО. Вот если эти шаги будут предприняты, тогда мы увидим, что Грузия действительно не на словах, а на деле понимает и делает выводы правильные. Ведь вы поймите, Саид, геополитическая ситуация сильно меняется и очень динамично и дальше будет меняться. И тот миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, после распада СССР, сильно был деформирован. Вот сейчас то, что происходит, эти процессы, еще раз повторюсь, они будут динамично и дальше развиваться. В этих условиях мы должны понять, и грузины в первую очередь должны понять, что никто из Европы, а тем более из-за океана, прийти и воевать за кого-то здесь не будет. Этого не будет. Мы видим на примере Украины. Поэтому нам нужно найти возможность отбросить назад какие-то амбиции и договариваться, пока не поздно. Я понимаю, что правительство Грузии может столкнуться с серьезным сопротивлением националистов, которых и в правительстве Грузии тоже достаточно. Вот посмотрите пример Украины. Владимир Зеленский не смог или, может быть, не захотел одолеть националистов внутри Украины. И тем самым
к сожалению, подставил весь украинский народ. Ведь там трагедия сегодня происходит. Поэтому тут надо выбирать. Я надеюсь, что в Грузии найдутся здоровые силы, которые смогут правильные шаги сделать. Но, тем не менее, порох нужно держать сухим.